ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 27 января состоялся круглый стол на тему раздельного обучения детей. Ухтинское объединение родительских инициатив «Адепты русской классической школы» попробовало объяснить, в чем суть этого явления. При этом подчеркивалось, что методику хотят внедрить прежде всего для своих собственных детей, видя ее плюсы. Сторонники идеи утверждают, что раздельное обучение важно и полезно. Почему? Девочки развиваются быстрее, имея преимущество в ментальном и физическом смысле, они попросту задавливают мальчиков. А раз в общих школах учителя в основном тоже женщины, то ситуацию это не улучшает. Ни учителя, ни девочки, они не несут в себе ключевых, значимых моделей мужского поведения, на которые должны ориентироваться мальчики. Они прочно занимают некую такую верховую, ролевую позицию и навязывают, причем эмоционально навязывают, потому что это женщины, свою точку зрения. Сторонники подчеркивают, что традиции раздельного обучения существовали в нашей стране. Пансионы, семинарии, кадетские корпуса и т.д. явление не новое. Также в семьях часто было четкое разделение на мужскую и женскую части дома, соответственно и воспитание. Истоки этого – роли мужчин и женщин в жизни, в том числе биологические и социальные. Один из выводов – совместное обучение способствует тому, что, как бы это ни звучало, девушки становятся более мужественными, юноши – женственными. Расплывчатая гендерная акцентация равно проблемы во взрослой жизни. Абсолютно верно, что девочки и мальчики разные, что мальчики отстают в своем развитии на пару-тройку лет от девочек, и в результате, доживая до 12-13 лет, девушки доминируют своими, они быстрее соображают, там есть такой момент, они там задавливают вот это мужское начало в юношах будущих, и юноши зачастую становятся вот этими инфантильными существами. Объединение родительских инициатив планирует раздельно обучать детей с 1 по 5 класс, или дольше, если сочтут, что еще рано объединять. Частый аргумент против раздельности – отсутствие социализации для маленьких людей, неумение в будущем свободно оперировать взаимоотношениями в обществе. Сторонники раздельной школы аргументируют, что это не изоляция, видеться дети могут также. А воспитательная функция, она точно так же осуществляется в среде, когда они вместе на внеклассных занятиях, когда они вместе проводят праздники, они пересекаются на переменах, они вместе обедают, они вместе гуляют. То есть мы ведем речь в первую очередь, как мне кажется, в рамках школы, об обучении раздельном. На первый взгляд, все, что звучит о раздельном обучении, очень разумно. Может, и на второй окажется так же. Но прежде несколько дополнений. Первое. Ухтинское объединение родительских инициатив планирует учить детей всех желающих соответственно с принципами раздельности, а также с уклоном на малоклассность и семейную школу. Для этого будет создано социально ответственное некоммерческое партнерство. На сегодня его нет. Второе. Обучение платное. Если нужной суммы у вас нет, вы вне обоймы. Третье. Обучение подразумевает ориентир на православную традицию. То есть, если ваш ребенок учится здесь, вы осознаете, что ему прививают определенный тип мышления. Резюме. Раздельное обучение активно обсуждается сегодня. Мнений много. А ваше какое?